Катехеза з князем Олександром Фоміних на хвалях Радіо Марія. Хвала Христу, мої дорогі. Сьогодні середа. Початок у нас Великого посту вже. Минул тиждень після середи Пепельцова, пережили ми першу неділю Великого посту, яка нам наповідає о спокусах Пана Ісуса Христа. І так само Ісуса Христі. Ісус Христос з нами злучається в нашому житті, то, що нас заправди так само чекають спокуси, але Бог завсюди побач чоловіка, Бог завсюди ніколи чоловіка не покидає, і тому це велика радість. Ми протягуємо розважання з вами над плодом Духа Святого, аспектом, яким з'являється радість. Сьогодні вже передопошня конференція буде. Будем розмовляти сьогодні о радості в Новому заповіті, але потім вже таку огульну катехезу наступним разом буде. І потім перейдемо вже до іншого аспекта плода. А перед тим, як розпочнемо ту конференцію, помолимося передусім сьогодні за нашого папу Франтишка, за Отця Святого, в день, який він був вибраний на посаду в Римі, на посаду Петрову. Просим для него моці, сили, мудрості, кап'янця правди. Їм так само виконувались слова, які сказав пан Ісус Петру: «Ти, Петр, на цій скалі побудую костел мой». Папа Франтишек був такою скалою сучасності, так само. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Отець Небесний, просим Тебе Духа Святого для кожного із нас, але так само для нашого Отця Святого, для Папы Франтишка, на его службу на этой посаде. Службу нелегкую, отказанность за весь костел. Благослови его, нехай Найсвятейшая Панна Мария его покрывает своим плащом, а для нас, Пані, розторопності, для нас мудрості, так само розуму, ті дари, яких ми розмовляли, щоб вони справді дійничали в нас, щоб, не глядячи на те, що ми переживаємо в час Великого посту, эта радость внутренняя была у нас, радость встречи с Тобой, радость встречи с Твоим Словом, радость в сакраменті, радость від навертання, куди якого закликає в цей час. Да, покута і навертання, це час покута і навертання, і міновита радость навертання із того, що Бог през навертання, през нашу покуту, през навертання Він пробачає нам гріхи, то це так само велика радість, як сьогоднішні читання були, коли жихарі Нініви навернулися, справді була велика радість, вони постилися, хоча там, да, було, скажімо, після проповіді Йона, пророка, постилися, але після навертання, коли пан Бог спинив цей гнів свій, то була справді велика радість. Радоваться можно не только, я кажу, что да не только я, весьма отцов костела и так далее. Радость повинна быть внутренней передусім, да, не скакать там десь там на дискотеках, люди там інші речі якісь там. Але радость передусім в том, что Бог близко. И это досвідчила Пана Марія. Ми просимо її так само заступництво, її заступництво, щоб могли радоваться разом с Ей. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобой, благословленная Ты поміж женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Ось ми опошний раз розмовляли з вами, розважали об радості у псалмах, особливо на розпочаток Великого посту, це був Псалом 51 і покутний псалом, але там так само есть, кажется, радость, или так само мессианские псалмы, где Мессия покуту и терпит, это 22-й псалом, а я вам сказал, 69-й псалом там есть, так само о покутах Мессии, поили его воцетом и так далее. Или в этом самом псалме так само написано, что «Рупливость о доме Твоем съедает меня, коли Пан Иисус выгнал всех гондляров из дома». И тогда апостолы узгадали себе в этом псалме
не толькі пакуты, але таксама кожны з псалмов ён заканчваецца такім, ну, бы скажем, трыумфам, да, того, што трыумфам Бога. І іншыя псалмы, я уже казаў, што есть 132, 89, перед усім 132, 110 псалмы месіянскія, калі мы там пра них, ну, так дакладна пачытаем, там ёсць радасць быцця з Панам Богом, да. Сказал пан пану моему, сядь моей правице, да, вот 110-й псалом, это, скажем, то, что Иисус Христос зараз праворучаецца, знаходзіцца, і мы можем таксама падрыхтаваў вам месца, ці абяцанне в 89-м псалме, ці 132-й псалом абяцання, так бы абяцанне з первой книги, ось, з книг есть там, і в паралпамінонні в книгах есть таксама абяцанне ось Давіду, якое дадзенае на пророка Натана, калі Давід хацеў, в другой книге Самуила, калі Давід хацеў пабудаваць дом, то пан Езус сказаў, што я пабудую сам тобі дом. Есть той, калі пабудуе, или менавіта это адносіцца да Езуса Христа, які ён вечны кароль, вечный король, да. Так само з вами уже сьогодні порозмовляємо в Новому Завіті, але з вами вже докраналися до некоторих текстів Нового Заповіту. Це дотичило передусім періоду Адвенту, так само периода Божьего народжения, где Адвент, связанный с звествованием, где ангел приходит и кажет «Хайре, кахаритомена, кохирия смитасует». Хайр — это не только виталь, это передусім радуйся, да, это на мове грецкой. Кахаритомена благословленная, добрословленная, выбранная, да, пан с тобою. И эту радость, скажем, ангел приносит, и эту радость Наисвятейшая Панна Мария заносит Святой Елизавете. Это так само радуется, ей наповнив Дух Святий, радується Святой Ян Хреститель, який почав там скакати у лоні Святої Елизавети, там ось це так само этот дієслово обозначає так само не тільки скакання, але так само танець, вон там, але Найсвятейшая Панна Марія заспівала этот гімн свой магнификат, да, и возрадовался Дух мой, моему Збавце, да. Возрадовалась Мария, возрадовалась Елизавета, еще раз скажу, святая, ну и Святой Ян Хреститель. Радость была у тым, што папросту таксама, калі пан Езус нарадзіўся, анёлы радавались, пастушкі радавались аб'яўленню, да, радавались ці мудрецы, якія прыйшлі пакланіцца пану Езусу, этому дзіцяці. Перед тым, скажем, калі анёл аб'явіўся, перед усім таксама звестваванне святому Юзефу было. Когда анёл объявился ему во сне, для него так само радость была, то, что анёл открыл, что Святейшая Панна Мария зачала Духа Святого, и она есть, ну, то, что имая Духа Святого, Святого Юзефа от початку не вельми от радости было. Человек был справедливый, отпустил, а тут радость того же, вот, после того, этих покутов, какие они, ну, выпробования, не покутов, может, выпробования, какие были, да, не при народжении Иисуса Христа. Радуются хор анёлов, радуются пастушки, радуются, да. Хвала на вышинях спевают, все на вышинях Богу, на земле супокою людям доброй воли. Это хвала объявилась, дитяти, якое народилось. Ну, ось, и радость того, что Бог открывается, да, там, может, там нет таких словов внимали, калі Симеон, калі приходит на Святейшая Панна Мария со Святым Юзефом у святыню, каб ахвяраваць Пана Езуса Богу, потому что он был первородный, ахвяраваць его за него, там, ну, за принести ахвяры, ну, ось, то Симеон, старец Симеон, бере його дитятка і каже: зараз відпускаєш пані раба свого з миром, з покоєм. Зараз побачили моє очі збавлення Твоє, яке я подрихтував для всіх народів. Да.
радость этого человека, і сапраўды, где есть Бог, там есть радость. Менавіта калі пан Езус распачынае сваю дзейнасць, мы уже зноў сустракалі з гэтым хрысту Иордании. Вось голос Отца, то, что ты сын мой, и то, что Бог, скажем, намастил его Духом Святым, и потом об этом кажут апостолы, да, у проповеди. Мы уже так само докранались, когда разважали с вами о псалмах мессианских. Ось и апостолы кажут об этом, что Иисус Христос является намощенным, да, намощенный Духом Святым, и менавіта радостью, хотя же написано, что в листе Гебреев, что и он радости-то не перетерпел, как бы там то, что он повинен был, он ведал, что на что он пришел. Але менавіта этот дух радости, на яким Иисус Христос был намощенный, он разливается на нас сегодня. И менавіта потом Иисус Христос научал, да, снова христианство — это вера радостная, это не религия такая, как бы в том sense, то, что человек, вчера было Евангелие, научает Пан Иисус молитве «Отче наш», пусть научает по воле молиться, да. Радость встречи с Паном Богом, не такие, как язычники, да, не будьте как язычники, які там шмат мовят, кажут и имен там своих этих башков, вымовляют, а Святой Павел потом напишет, что это злые духи, да, там, и там притискивают их, что вот я пришел и так далее. Только радость супольного, скажем, супольности с Паном Богом. Менавіта это было, такой фрагмент вчерашний был, это был з казання на горы. И вось там от початку это было казание на горы 8 благословений. Сегодня аккурат первый текст из Евангелия поводле святого Матфея, и он дотычет гэтага здарення, як бы там, да, то, что Иисус, ці промову, это як Пан Иисус сказал. Я вам прочитаю эти все благословления, ось, а потом, и там наприкінці есть так само радость. 5:12 есть 5 раздел. Есть Пан Иисус каже о радости. «Счастливые боги духом, да их восилось Владарство Небесное. Счастливые засмученные, бо яны будут сутешены. Счастливые лагодные, бо яны отрымают у спадщину землю. Счастливые голодные и прагнучие справедливости, бо яны будут насычены. Счастливые милосердные, бо яны спознают милосердность. Счастливые чистые сердцем, бо яны Бога убачат. Счастливые миротворцы, бо яны будут названы сынами Божьими. Счастливые, кого переследуют за справедливость, бо их есть Владарство Небесное. Счастливые вы, коли вас будут зневажать, переследовать и вселяк злословить несправедливо за меня. Радуйтесь и веселитесь, по великая вознагорода вашего в небесах, бо так переследовали пророков, которые были перед вами». Наприкінці, то, что Пан Бог кажет счастливые, да, это благословленные, счастливые, но это слово, оно на мове греческой макариос, оно означает счастливые и благословленные. Как бы в благословенствах оно само, скажем, не только подрыхтовывает оно до этого, там, да, то, что сегодня на опошнем 11 верше сказал Пан Иисус, але само это все то, что он здесь пропановывает, да, то, что он кажет, счастливые боги духом, бо есть Владарство Небесное. Да. Это не радость. И Пан Иисус потом кажет, что, да, скажет, до этого текста дойдем в Евангелии поводле Святого Луки, что радуйтесь не то, что вам злые духи подданы, то, что ваши имена записаны в небе, да, то, что есть Владарство Небесное. Радуется треба, скажем, тем, что Владарство Небесное есть, оно открытое, да, праз Иисуса Христа. И сапраўды чоловік, який має це Владарство, ну, Пан Ісус у Евангелии поводле Святого Луки 17:21 сказал, что и Владарство Небесное есть среди нас, да, внутрі нас. Під час Святого Хресту ми це Владарство отримали, умоцнилося це Владарство під час сакраменту бежмывания. Мы разважаем над разными аспектами сакрамента бежмывания. И менавіта это
счастье, то, что мы можем быть, да, детьми этого володарства, то, что мы можем быть, скажем, али знову человек убогий духом, да, бо сам слово убогий, этого Бога, живе у Бога, який своє життя засновує на Пану Богу. І він з'являється фундаментом, да, і, скажімо, не шукає того світу, не те, що задовольнення, скажімо, а тільки багатів этого світу, то, що, скажімо, Пан Єсус знову в опошню неділю ми чули, да, Сатана йому запропонував, зроби це, ось, каб камені гэта стали хлібом. Напевно, Пан Бог, Пан Єсус не з'являється Богом, мог би зробити це, да, він там розмножив хліб, видали, бачили, читаю, пам'ятаєте. Але Пан Бог показує тут, що матеріальне стоїть на другому місці. Саме важніше, да, Бог духом – це чоловік, який покладає своє життя Богу. Це менавіта, належить володарству, це така велика радость. Счастливые и засмученные, бо они будут утешены. Да? С утешения от Бога. Так, а тим засмучені, передусім знов треба пам'ятати, що ми грешні люди. Да? Це час покути і навертання, ми говоримо, Великий пост. Грех завжди приносить смуток. Менавіта свідомість свого греху. Вони будуть утешені, Бог сутешить. І Бог сутешає, як добрий отець. Ми там так само з вами вже розмовляли, в 3-м псалмі написано, як добрий батько. Отче наш, кажемо, да, свята молитва, яка заснована на гебрейській традиції, гебреї лічать Бога Отцом, а ми так само лічимо його Отцом, і дякуючи Ісусу Христу, да, Бог нас утішає. Щасливі і лагодні, бо вони отримають у спадщину землю. Гординя, пиха, возвышение над іншими, щастя не приносить, радості не приносить, може на якийсь там час, да. Поглядите, в світі чоловік шукає зараз, якось некілька таких направків є, да? Задовольнення, багаття, влада, і що там відносини якісь там, да, там, лічим, ось, такое, что его там хвалили, его там, да, это такое, скажем, это все вельми часто связано с пыхой, да, связано с таким, с погардой там іншого чоловіка. Ісус Христос каже, що щасливі і лагодні, бо вони тримають спадщину землю. Яку землю? Вічне володарство, знов. Да? І так само радість, що ми повинні бути лагодними, лагодність, тихость, лагодність. Пан Ісус недаремно каже у Євангелії поводле святого Матфея 11:29. «Научитесь от меня быть тихим и покорным сердцем, и найдете да, супокойся вашим сердцем, да, учиться лагодности, супокой, и он является, скажем, следствием того, что есть любовь, мы будем супокой размовлять уже хутко, что есть любовь и радость, да, так он скажет, да, и ось. Счастливые, прагнучие справедливости, бо они будут насыщены. Это правда. Какая справедливость только Божия. Да? Вот в Старом заповете есть написано: «Мне мщение, я воздам». Да? И святой Павел потом в листе до Римлянам пишет, как мы не сами не мстили за якость, не так далее. Коли ворог твой голодный, накорми его, коли там он прагнет, то напои его, да. Тому ти збираєш голів на це в голову. Ну, от коли тебе там щось дренне роблять, то не відповідати, не відказувати на це. І це правда, ось треба прагнути цієї справедливості Божої, да, а не, якби там помста. Люди вельми часто лічать, що помста, як відпомстить хтось, то там шмат різних прикладів, да, і чоловік не досвідчає радості з того, що там відпомстив комусь, там забив когось, там, чи там інші речі, да. І ось тільки в книгах, там граф Монте-Кристо якийсь там, да, і то не відаю, що це попросту в книгах. Це у нього була радість справна така, що він зробив, но ні, це злость, помста ніколи не дає цієї радості. Справді, це те, которые прагнут справедливости Божией, будут они насыщены, да, там, насыщены этой справедливостью.
і насичены таксама радасцю, таму што Бог і заўсёды насычае гэтым. Шчаслівыя міласэрныя, бо яны спазнаюць міласэрнасць. Таксама, калі чалавек умее прабачыць, калі чалавек міласэрны, адносіцца да іншага, захоўвайся з табой, так, як хочаш, каб з табой захоўвались, так Пан Ісус кажа. Калі ты міласэрны, калі ты паступаеш учынкі міласэрнасці чыніш, то таксама ты дазнаеш міласэрнасці ад Пана Бога. Там міласэрнасць перадусім это прабачэнне грахоў тваіх, правінаў тваіх. Мы ўжо размаўлялі аб гэтым калісьці, калі размаўлялі аб Божых законах, аб духовных законах, аб духовных законах, што Пан Бог, Ён міласэрны, Ён не толькі прабачае грэх, Он забываецца аб этом грахе. І я некалькі разоў цытавал эту книгу пророка Михея 7, 18, 19. «Кто никак не Бог, который снова милосердится, возьмет все наши грехи и забросит их в глубины морские». Это не повод для радости, и справді это то, что когда мы указываем милосердность мы доступим, это милосердности Бога, это так само причина радости. Счастливые, чистые сердцем, бо яны Бога убачат. Сапраўды, жыццё наше это заўсёды, ўсё жыццё на зямлі это змаганне, і трэба Пана Бога прасіць. Мы самі то сэрца не ачысцім, Пана Бога прасіць аб чысціні гэтага сэрца, каб мы сапраўды, у нас сэрца было чыстае, каб это пажадлівасць знікала у нас з нашых сэрцаў, каб сапраўды ушанаванне таго іншага чалавека датычыць это дзяўчыны, жанчыны вельмі шмат. Паглядзіце, сколькі рэкламы, якая базуецца на целе дзяўчыны, жанчыны, і, скажем, гандлююць, альбо так, гандлююць, так далее, і рэчы сексуальныя не так вздзіраюцца в розныя, скажем, галіна нашага жыцця, што гэта нормально, як бы там лічацца, што это все нормально. 6-я заповедь, это уже там не актуально. И это уже там кажу, что это уже все, это уже там раней там было. Это, коли не актуально, это то не актуальный Пан Бог, то слово его незменное. Менавіта трэба прасіць об этой частине сердца Пана Бога, то только Он может Он очистить. Коли Иисуса Христа впускаешь в это сердце, мы молились этой молитвой: «Пане Иисус, приди в мое сердце, будь моим единым Паном и Избавцем». И когда Иисус приходит в это сердце, то Он очищает это сердце, и, скажем, то воины Бога убачат. Человек в граху ніколи Пана Бога не убачит. Есть книги. Апокалипсис, открытие святого Яна, есть написано, что там, никто не войдет до меня, там, какие там, до Бога на владарство не трапит. Святой Павел там пишет, что они распустники, они чудоложники, не малаки там меньше, владарство Божьего не одедичат, не в спадок не отрымают. Потому треба Ісуса Христа просить Пана Бога, за чистая радость, правда, это бачить Пана Бога, кольчон. Человек уже тут на земле может через молитву Пана Бога бачить, через Его Слово, в сакраментах, это счастье, это радость. Счастливые миротворцы, бо оно будет названы сынами Божьими, а супокой мы будем размовлять, потому что те, которые несут супокой, это соправдная радость, Супокой, я уже сказал, что это скуток, того, скажем, того, что есть любовь и радости, и супокой. Когда человек живет в любови и радости, то напевно, он будет нести супокой. И радость в том, что мы можем называться сынами Божьими, то, что мы можем, скажем, быть ими. Это вельми великое. Счастливые, кого переследуют за справедливость, бо их есть владарство небесное. Християнство – это радикализм. Шмат з вас оглядали фільм «Квовадіс», ці там читали об історії Костюла, коли перші християни, коли їх там, хоча ж це не докладно, в Квовадіс там подчас там Нерона было, Колізея не было, был цирка Масіма, там Колізей пізніше був збудований. Ось, коли погибали, віддавали своє життя
христиане не спевали гимны, да, спевали гимны. Приклад святого Поликарпа не так давно мы его згадували. Да, он молился, он там, его хотели привязать, огонь его не похлонул. И сведок каже, что был такой водар, как бы от кадидла это его шел. Да. Человек отдал своє життя з радістю за Ісуса Христа, тому що він відав, що він бачить зараз, одійди з цього світу, то бачить Ісуса Христа. І справді таким володарство Боже належить. Християнство, справжнє християнство, воно завжди буде переслідувано. Треба об этом пам'ятати. Але треба радуватися, що коли я живу справді таким, поводле законів Божьих, то меня будет преследовать, или мне належит володарство Божие. Что я в спадок отримаю володарство Божие, что ніколи вже там не помру, да, знов володарство Боже тут розпочинається, і ми повинні жити. І тому знову я вертаюсь до того, чим розпочав. Да. Великий пост – це такий час, коли ми повинні подумати, як я живу. Да. Це справжнім християнином з'являється, це я такой, як хуставка такая, в один бок, а в другой бок, да, там, а як мені вигодно, то я в бок пана Бога, як мені вигодно, в іншу сторону, да, в інший бок. Да. Християнство – це життя, справді, радикальне життя, в радикалізмі, як ми вміли, да. Ніхто одразу не каже, я так радикально живу, но ми кожен раз учимося, да, коли чоловік хоче, шукати то, що головне, да, не в щастя, не знову, я кажу, там, не в багаті, не в посадах і не в іншому, да, щастя, то, що є Бог, да, і коли чоловік живе з Богом, і Ісус об этом казав, що ви не з цього світу, коли в Євангелії поводле Святого Яна, коли він навчає, да, і каже, то духи, да, по суті, шальники, які були з цього світу, то вас світ не переслідував, так будуть переслідувати. Счастливые, кого переследуют за справедливость, бо их есть володарство небесное. Радостные, можем сказать, что радость в этом заключается, что мы, христианин, правда, и он имеет место свое в володарстве Божьем, да, в володарстве небесном. И далее, каже, щасливі, коли вас будуть зневажати, переслідувати і всіляк злословить несправедливо за мене. А християнин, да, за Христа, я колись розмовляв з одним чоловіком, Наэля його зовут, ось він сам з Мальти, такий евангелізатор, він кілька разів приїжджав тут на Білорусь, в нашу супольність, ось в Білорусь нашу супольність, коштовної перліна, руху світло-життя, я належу до того руху, як навернувся в этом руху і належу до цієї супольності, і, скажімо, ніколи не відмовлявся до цієї супольності. Но коли вчився і в університеті, і в семінарії, як став святаром, то це моя супольність, я молюсь за неї, не стараюся, якби там удільничати в житті, як поотримлюється, але я ведаю, що це моя супольність, і ось менавіта він приїжджав. Это евангелизатор из Мальты, и колись его запытали о переследе на Мальте, да. И он сказал такие справы, ну, так, я христианин, но нема, может, такого переследу, як у вас не было у нас там, да, не забороняли там, скажем, зачиняли костелы, ходили, як мені поповідали, хтось заучий директори, коли було на Великдень, на Боже народження, при костелах стояли бабули там под спадницами своих внучков проводили и так далее, да, там, ну, разные речи, разбуривали костелы, но разбуренный не так давно был в Столбцах, ось мы были другого Соковика, и аккурат ксьонз Ігор Пробач Лашук, він зробив таку процесію від міста розбуреного костела. Я довідався, що коли цього розбуреного костела там кавалочок залишився з стіни якось там, іменно в цій школі ця трагедія отрималася, да, здійснилася ця трагедія, коли там загинули люди. Ну, це страшно, видите, без Бога, коли є, це страшно. Ну, тоді була така, потім прошли, это было такое свідчення, прошли этой процессе до нового костела. Вот эти-то соправды. И
был переслед, бурили, разбуривали костелы, там в вязницу кидали святоровы православных и католицких, и пасторов разных там протестантских и так далее, в разных они можна би шмат фільмів від свідчення. Наш кардинал святої пам'яті Казимир Свентик, видите, он не пощастило мне так быть, если на одной святой мши, это было, может, 60 годов его святарства, и он оповедал свою историю, просто у меня слезы летели по поводу этого человека, переследовали, он не сломился, или там 2 раза расстрелять его хотели, просто расстрелять, раз Советы, потом немцы, да, потом там и человек был, але этот человек был такой погодного духа, был радостный, да, такой переследовал за христианство. И этот Ноэль каже, не такое, може, переслід, як у вас було, але у нас так само. Я, наприклад, як учтиво працюю, інженером працював, чи десь працював в фірмі, да, як ні переписок ніяких не роблю, то, напевно, мені там сказав мой шеф, начальник, сказав, ніякого повищення тебе не буде, тому що ось там чоловік, так само переслідує, тому що він щиро працює, він живе по-християнську, і так ось. Але і потім Ісус каже, радуйтесь, бо велика вознагорода в небесах ваша, бо так переслідували пророків, які були перед вами. Радуйтесь. Скажем, примушає, да, такой примус, каже, давай. Не ведаю, як це буде на білоруському, на російській мові, це, скажем, глагол повелительного наклонення, да, це дієслов, якби наказ, он наказывает в этом дієслові, радуйтесь, що ваша, вы веселитесь, бо великая вознагорода ваша в небесах. Радоваться то, что вы действительно соправды то, что ось вона вознагорода в небі, да, і Бог, і Он хоче, щоб ми соправды радовались этому. І Пан Єсус своїх учнів навчав, він учив їх попросту, він не одразу там, кинув там їх на глибоку воду і так далі, да. Перед тим, як, наприклад, послати їх на проповідь, там, наказанням сам, на евангелізацію, на місію, він сам стільки разів робив перед ними чуда і так далі, да, він толмачив їм, да, він дав їм моц і так далі, але толмачив і потім, да. Тут в 10 розділі Евангелія по Матфея він посилає своїх учнів на проповідь і каже там, що не беріть з собою нічого там, да, так далі. Там кажет, шукайте перед усім володарство Божие, остальное будет вам додадено, да? Как бы без ничего поисти, и тут шукайте володарство, это радость такая самая, да, то, что они там оказали, але вельми шмат різних речей навчав, да, і приповісті об зерні, об сейбіті, і інші там приповісті, ось, як говорять, є такое, ну, скажем, тут негативная радость, как бы такая, несоправная радость, да, человека, там, может, это соправная, но вельми короткая, да, это толмачение приповести Сейбіті. Я не буду читать эту приповесть, вы ведаете, что Пан Иисус там сказал здесь. Ви ж послухайте значення приповісті про Сейбіта. До кожного, хто слухає слово про володарство і не розуміє, приходить злий і краде посеянное в серце його. Вось так означає посеянное при дорозі, да, только тут радость да украв, чоловік не живе. А посеянное на кам'янистому місці – це той, хто чує слово і одразу приймає його з радістю, але не має в собі кореня і не сталий. Коли за слово настане утиск ці переслід, і він одразу спокушається. Ведаете, опять же, это вельми моцно звязано с тем, о чем мы размовляли у Казані на горы, да. Отрывать в Иисусе Христе, отрывать, или, можно сказать, с радостью, я вельми шмат, я не осуджаю, это не моя справа, я не там, не вельми шмат людей сустракал за своє коротке християнське життя з 93-го года.
вось як іменно сапраўды такая вельмі вялікая радасць от супольнасці. Там і я як навучаўся, то мы хадзілі там і да баптыстаў, і да пятидесятнікаў, і у меня тут і сябры былі і так далей. Но чалавек, калі жыве учуцёва, ведаеце, без, скажем, толькі ў чуце, на ўчуцях, или потом, коли приходят выпробования, яких и пан Иисус сказал, оно попросту, человек зникает, это. Оно не тривалое, не сталое, оно не того кореня нема, да, мы к чому розмовляли, що там дойду до этого. И что так раз повторим. Такая радость, ну, соправная может быть, але радость, она такая, ну, только поверховная, да. Соправная радость, когда человек пребывает в Иисусе Христе, когда он приносит плод, да, распачыналі мы ад гэтага, да, плод Духа Святого, распачыналі мы, то такія умовы ёсць, каб плод прынасіць. Я сюды прачытаю это фрагмент, але паглядзіце далей, што он кажа. Калі за слово настане уціск і переслед, он сразу спокушаецца. Посеянный же терник — это той, кто чует слово, или турбота от этого веку изман, богатя заглушает слово, и оно становится бесплодным. Да? Иисус сказал, чтобы мы плод приносили, да, это великая радость. Тут таки в терні там человека, ведаете, я вельми часто размовляю, читаете вы Святое Писание, ой, ксьондз, нема калівы, что там, какое там Святое Писание, у меня столько разных справок, да. Ці молитесь, ой, ксьондз, да там только явиче наш, може там раніцей і там вечором, а то і може такого, да. Ой, ви ж ведаєте, що треба працювати, треба щось там робити і так далі. Чоловік тільки біжить за тим, за яким-то фотоморгана такої. Але наприкінці, що? Наприкінці страх. Да, і тут, скажімо, пан Ісус попереджує, що він заглушает эту турботу этого света, человек не бачит. Соправдная радость пребывания, трвания в Иисусе Христе, да, становится бесплодным, как мы плод приносили. А этот плод трывал где? Трывал в вечности. Это радость, мы уже об этом сегодня так само размовляли. Посеянный же на добрую землю — это той, кто чує слово и разумеет, и приносит плен один у 100 разов, другие у 60, а третий у 30. Менавіта я хотел бы вернуться до того, о чем мы зачинали мы, с чего мы разочинали. Это Евангелие паводле святого Яна, ось 15 раздел. Он вельми моцно подходит до того, что ось, о чем пан Иисус сказал в этой приповести. Да, это радость такая не сталая, и радость сталая, плод приносить. Да. Есть оправданная виноградная лоза, отец мой виноградарь. Кожную галинку, во мне, он, якая же не приносит плоду, и он отрезает кожную, якая дает плод, и он очищает, каб давала еще больше плоду. Вы уже чистые, дякуючи слову, якое я сказал вам. Заставайтесь во мне, и я в вас. И галинка не может приносить плоду сама по себе, коли не застается в виноградной лозе, так и вы. Коли не будете во мне, а я виноградная лоза, вы галинки. Кто застается во мне, а я у им, той приносит богатый плен. Бо без меня ничего не можете зробить. Кто не застається во мне, буде викинутий вон. Як галинка засохне, их збирають і кидають в огонь, а вони згорають. Коли будете во мне, и слово мое в вас буде. Просите, чего захочете, и станется вам. В этом будете уславленный Отец мой, коли вы приносите богатый плен и станете моими учеными. Як меня полюбил Отец, так и я полюбил вас. Заставайтесь во мне, в моей любови. Коли будете заховывать мои заповеди, застанетесь в любови моей, як и я заховывал заповеди Отца моего и заставался в его любови. Это я сказал вам, как моя радость была в вас, и как радость была ваша полная. Видите, это так само радости пишет пан Иисус о радости, да, тут вельми, но когда читает человек Библию, то если это параллели, поглядите приношение плода, да, там, когда человек не приносит плода, да, клевали, съели, ну, все, нема плода, да, съел, сатана пришел, забрал. Такая нетривалая радость, порадовался, засох, не принес плода, да, не принес плода в тернях, ой, забил, не трывает, да, там, да, ну, скажем, забил и заглушил его терния, а тут какие приносит плод 100 разов, 60, 30, и Иисус Христос тут показывает, что слухать Слово Божие, он каже, виконувати Слово Божие. Менавіта, і він в этой приповісті каже, що
сейбіт это Христос, а слово, да, зерни это Слово Божие, куда, коли оно трапляет, и коли наше сердце открытое, ну, тут Иисус Христос скажет, да, «Кабы Отец вам дал то, что вы попросили, кабы это, ось, то, что вам выбрали, да, была радость ваша, была». Перепрошую, 11 верш. «Это я сказал вам, каб радость моя была у вас, и каб радость ваша была полная». Да? Но когда мы пребываем в Иисусе Христе, это полная радость. Ось это менавіта это связано с тем, что, о чем Иисус Христос скажет, да? То, что, скажем, ну, в этой приповести, еще и одна приповесть здесь, тут есть такая цікавая про скарб, ось і про каштовную перлину, супольность наша называется каштовная перлина. Володарство небесное подобное до скарбу, схованого у полі, який знайшов чоловік і утаїв. У радості ад гэтага ён ідзе і прадае ўсё, што мае, і купляе гэтае поле. Яшчэ володарство небесное подобное до купца, які шукае прыгожых перлін. Знайшоўшы одну каштовную перліну, ён ідзе і прадае ўсё, што мае, і купляе это. У радасці з гэтага ён ідзе і прадае ўсё, што нашоў. Таму валадарство Божие, чалавек, якой попросту жыве в валадарстве Божым, який, ёсць, мы дазваляе, там зноў, чым мы размаўлялі, пребывае, трывае в Иисусе Христе, приносит плод. Да ён шукае этого валадарства Божьего, он с радостью, да, он все отдаст. За валадарство Божие, потому что это наикоштовнейшее, да. И поглядите, ідзе прадае ўсё, што мае, купляе в поле. Знову перлі. Яшчэ валадарство небеснае падобнае да купца, які шукае прыгожых перлаў. Знайшоўшы одну каштоўную перліну, ён ідзе і прадае ўсё, што мае, купляе ўсё, да. Не откладывая. Там, поглядите, якби, наприклад, пошли бы в краму какой-нибудь, купили, захотели себе купить куртку, не хапило бы вас, там, я там 10 рублей не доплачу, там, может, не дадут, там, да, там. Но никто ж не даст вам треба всю цену заплатить, как вам себе куртку платить. Тут так и тут. Нельзя попросту, життя духовного, нельзя перекладывать, как там, есть тут, а там, да, и все продает. Как это добыть, это валадарство с радостью. Этот человек продал с радостью свое поле. Вернее, не то, что как набыть это поле, да, то, что было у него старое, там, отдал, продал, чтобы как купить. Напевно, этот купец, який шукал перлину и купил эту каштовную перлину, то он так само радуется, да, але радуется. Тут такая-то приповесть, скажем, два сенси має. Валадарство Божие, то, якое, коли Бог шукает человека, и он радуется, когда он знайдет человека, то ты для него являешься такой каштовной перлиной, да, и валадарство Божие каштовная перлина, или так ты для Бога являешься каштовной такой перлиной. И тут в 18 разделе Иисус Христос так само кажет, это приповесть об блуканой овечке, 18 раздел Евангелия от Матфея. Як вы думаете, коли у некого человека было 100 овечек, и одна из них заблукала, ці не покине и он 99 у горах, и не пойдзе шукать тую, что заблукала. Коли ж удастся знайти ее, сапраўды, кажу вам, и он радуется ёй больше, чем 99, якія не заблукали. Так, нема воли Отца вашего, який у небесах, каб загинул один из тих малых. Бог радуется загубленной овечке, да, и потом Пан Иисус так само, коли его там попрекают, что ось там он ходит там до грешников, он кажет, что больше радости в небесах от одного грешника, наверное, чем от справедливого, да. Человек справедливый, коли он живе по справедливому, то он уже має, і Бог справді, він знаходячи ось ту овечку, і він радується, да, він радується володарство Боже, коли Бог находит человека, того, что там в володарстве Божьем есть радость. И вот эта перлина, да, ты являешься перлиной, потому что мы живем с вами давно, когда размовляли о духовных законах, и казал, что не только я казал, то написано в Библии перед усім, что ты не повторальный, ты наикоштовнейший, да. У пророка Исаии написано, что ты такие ценный в 43 разделе, такой ценный в моих очах, что отдам все, за душу твою все народы. Ты ценный, да, коштовный. Овечка загубленная, коштовная.
перлина, якую Бог знаходит, она просто Он отдал самого себе. Иисус Христос отдал самого себе, да, все отдал. Но Он и сказал, святой Павел пишет, что, будучи, скажем, богатым, Он стал бедным для нас, да, Бог стал бедным для нас. Ось. Бог стал бедным для нас. І сапраўды, ось, у 28 разделе, хіба еще одна будет конференция наступным разом, да, в 28 разделе Евангелия паводле Матфея, калі Пан Езус воскрос, там 28 роздел, 9 верш, пасля воскресения, Езус Христос приходит, и так, Езус, вышедший им насустрач, сказал: «Витайте». Яны ж, подошедшие, обняли его ноги, ягоные, поклонились ему. Тогда Иисус сказал: «Не бойтесь, идите и поведомите братам моим, что пришли в Галилею». Да, это, скажем, ось. И витайте, это рада, ну, знову я кажу, что грецкое слово, это хайра, это так само радуйтесь. Он сказал: радуйтесь. И он, подошедший, ну, сказал: радуйтесь, да, обняли его ноги, идите и там поведомите. Это радость воскресения Иисуса Христа, радость того, что Он воскрес, то, что смерть переможена. Менавіта рихтуемся до этого свято-святого, да, и в тихой радости такого великого поста переживаем это, то, что есть той, який задал свое життя за тебе. Иисус Христос отдал життя за грешного, слабого человека, да, за немощного человека, за кожного, за тебе конкретно, як за особу. За мене, як за князя Олександра, за Альону, там, за кожного тут отдал, за Надю. Всех, за кожного человека, да, но всех за всех на земле, потому что Он ведает. Это радость великая. Радость тем, чтобы просто... Но это не значит, что мы в Великом Пусте там прыгать и скакать. Ну, это тихая радость, да, то, что мы переживаем это. Ну, вот Пан Иисус сказал о посте, да, там, намажьте свою голову. Мы чули это в среду Пепельцовую. Намасти свою голову, да, не показывай, что ты постишь, да, там, внутренний пост, а внутренняя радость тому, что Бог живый, то, что Бог, и Он шукает человека, что мы можем приносить этот плод, да, что можем быть счастливыми, что Он близкий, что Он ніколи человека не покидает. Ну, на этом сегодня еще наступным разом, думал, что сегодня мы закончим, але наступным разом еще над Евангелиями от Марка, Луки и Яна так само поразважаем. Уже будет две еще катехеза, а потом будет такая, ну, огульная будет катехеза, как бы подсумовую, то, что подсумуем все, то, что наше розважання. Дякую за увагу. Звертаюся до вас з такою так само просьбою, як завсёды, падтрымаць Радіо Марія. Це вельмі такая добрая справа, сапраўды добрая справа, што людзі могуць слухаць, якія, ну, не маюць магчымасці дзесьці паехаць, пайти. Я так з цікавасці гляжу, там, хто там сколькі, ну, заходит, там, якісь канференцыі мае слухает. Видите, из разных справ, скажем, можно, Пан Иисус сказал, что из дрянного доброе можно вынести. Поэтому дякую вам за то, что слухаете, и прошу вас о підтримці Радіо Марія, але прошу молитвы так само за Отца Святого сегодня в день его выбрания, але так само за парафію Богородицы Опікунки Сім'їв в Ждановичах, как хвала Божия объявилась, и у четвертую субботу, это будет 22 соковика, так, коли не помиляюсь, запрошаю вас всех на святую мшу с заступницкой молитвой, ну, молимся там о поздравлении. Пан Бог денече сегодня так само в парафії в Ждановичах. Розпочинається вона в 19 годин. И ось святая мша, потом есть выставление святейшего сакраменту, молитва прославления, подяки, и потом есть молитва с ускладанием рук. Городок Ждановича, улица Ленина 1, можно поглядеть, это в Google Maps есть, так само есть и на ВКонтакте, и на Фейсбуке, в группе нашей парафии. Хвала Христу!
Катехеза з князом Олександром Фоміних на хвалях Радіо Марія.